На текущую воду можно смотреть бесконечно. Смотреть, думать, вспоминать. Наш фильм расскажет о татарской государственности. Но это не будет ее история. Это скорее рассуждение о ней. Да, рассуждение. И взор наш устремлен в текущую воду. Татарская государственность. Что это? И где искать ее начало? В 1990 году? А может быть, 1920? Мы вглядываемся в прошлое. Мы движемся к истоку большой реки. Но и здесь истина может нам не открыться. Родник, питающий реку, имеет свою, невидимую нам подземную предысторию. Есть вещи, которые трудно объяснить, но пытаться это сделать надо. Вот интересно, можно ли представить татар без государственности? Конечно, нет. Без государственности мы декоративный народ. С тюбетейкой, с вышивкой, декоративной песней, пляской. Более того, государственность – это часть нашей ментальности, часть нашей души. А в нашей душе много чего. Там прошлое, тоска, протяжная песня, табунный гул, дикие гуси, летящие в сторону древней Мекки, далекие, забытые берега. И что же, там, в нашей душе, есть место и государственности? Более того, в каждом из нас живет такая вещь, назовем ее внутренний Татарстан. Это очень сильная вещь. Именно он, этот внутренний Татарстан, движет нашу судьбу, движет нашу историю. Я выскажу даже такую крамольную мысль. А если вдруг взять и отменить Татарстан? Что будет? Да ничего. Потому что внутренний Татарстан отменить нельзя. Это все равно, что отменить ветер, скажем, или течение реки. Вода. Таинственное животворное вещество. Говорят, вода слышит музыку. Она имеет память. Она откликается на твой голос, меняя свою структуру. Ты говоришь ей «Здравствуй, вода», и чувствуешь ее ответ. В ментальности татар есть еще кое-что. Это связь с историческими реками. Волга, Кама, Урал. Это очень тонкая живая связь. Душа и река. Нас всегда тянет к этим берегам. Взгляните на историю татар. Чем ближе народ к своей исконной реке, тем больше самосознания, духовности, созидания и, как следствие, государственности. Можно ли доверять мнению писателя? Не всегда. Однако вспомним, что жизнь берет начало от воды. Города всегда строились возле рек. Реки – это водные артерии больших государств. Мы движемся в прошлое. Вода ведет нас и слышит нас. Та самая вода, с которой, по словам писателя, связана наша душа. Древний город Болгар. Город на Волге. Столица государства волжских болгар, наших предков. Что нас тянет сюда? Из года в год, из века в век к этим древним камням, на этот высокий берег.
наверное, тот самый внутренний Татарстан, та самая вода великой реки, с которой мы неразрывно связаны. 310 хиджри елда. В 310 году по хиджре глава булгарского государства Алмуш-хан объявляет ислам государственной религией. В нашей истории множество сложных периодов. Чего только не случилось с булгарских времен до наших дней. Но если приходила беда, и мы теряли государственность, нация не умирала. Народ, даже прячась в темных лесах, не терял веры. И наша государственность возрождалась. Она связана с нашей верой. Безнең дәүләтебез төрле фаҗигаларны кичерсә дә, ул яңадан турып басарга, үзенең диненә таянып, көч алып, яңадан алга барырга көч тапкан. — 15 километров от Великого Болгара. Селение Балымеры. Эта гора называется Шалом. Древняя легенда утверждает, что под этой горой спрятаны ханские сокровища. Кроме того, есть тайный подземный ход, ведущий сюда из Болгара. Без вымысла наша жизнь неинтересна, но легенда остается легендой. Однако вот что интересно. Название Балымеры перекликается с именем гунского вождя Белимера, прадеда самого Атиллы. Не исключено, что когда-то, задолго до образования Волжской Болгарии, здесь побывали гунны, чья кровь присутствует в крови татар. История государственности татар, конечно, начинается с хунского периода. Хунская держава, тюркские каганаты. Вот эти два государства, каждый народ современный, тюркоязычный, считает своими. Потом на основе тюркского каганата возникает Великая Болгария. Татарская государственность. Полноводная река, текущая через века и тысячелетия. Мы вглядываемся в прошлое и видим ее могучие притоки. Золотая Орда. Великая держава. Ее золотой свет несется к нам через века, так же, как свет давно угасших солнц летит к нам через всю Вселенную. Мы угадываем ее прекрасную столицу и множество не менее прекрасных городов. Мы видим другое государство – Казанское ханство, которое просуществует всего 90 лет, но оставит самый неизгладимый след в нашей истории. Вот смотрите, что мы имеем. Столицы Золотой Орды, Сарай-Бату, а затем и Сарай-Берке, располагаются в низовьях Волги. На севере северный форпост Золотой Орды – Болгар. Казанское ханство, Казань, опять же на Волге. Волга как сердцевина истории. Все связано с этой водой, с этой рекой. — 1552 год. Печальная цифра в татарской истории. Год падения Казанского ханства и утеря государственности. Казань становится русским городом. Кроме того, татарам теперь запрещено жить возле больших рек, и четко оговорено расстояние. Волга – 30 верст.
Кама – 30 верст, Мёша – 10 верст. Вот эти 3 века, когда татары оторваны от своих исконных рек, это самый темный, самый беспросветный, самый несозидательный период в татарской истории. Я думаю, что именно в это время у татар появились такие отрицательные качества, как хитрость, изворотливость. Вот говорят же, хитрый татарин, да? Это все от географии проживания. Посмотрите, рядом нет большой реки или моря, куда можно уйти под парусом. Рядом нет тайги, куда можно убежать. Нет гор, где можно спрятаться, укрыться. Везде тебя поймают, везде найдут. Приставят к колбу ружье. Никуда ты не денешься. Но здесь проявляется удивительная способность моего народа выжить и в то же самое время не встать на колени, сохранить достоинство, найти вот этот тонкий просвет между рабством и небытием. Татары оторваны от своих рек. Городской культуры больше нет. Теперь удел татар – деревня и тяжелый крестьянский труд. И впереди долгая вековая дорога к своей реке, к своему городу. Но тот самый внутренний Татарстан не умер. Маленькие деревенские речки рано или поздно впадают в большие. Деревня с достоинством несет свою ношу. Здесь читаются и пишутся книги. Здесь зреет философская мысль. И если мы говорим «спасибо реке», то мы должны поклониться и этой земле. Земле, которая спасла нас. Старотатарская слобода в Казани. Земля, отведенная татарам за озером Кабан. По сути дела, резервация. Со временем эта территория становится маленьким государством. Жители слободы сами создают себе правила жизни. Здесь есть все – и духовность, и культура, и образование. Именно здесь, в конце XIX века, начнется ренессанс татарской культуры. Кто давал на это деньги? Татарские купцы. Татарский капитал в те годы развивался неимоверно быстро. Говорят, не случись революция 17-го года, татарские деньги победили бы. И неизвестно, какие взлеты нас ожидали бы. Но произошло то, что должно было произойти. Революция, перемены, ветер свободы. Татары хотят государственности. «Это наше время», – восклицают лидеры национального движения. В 1918 году в Казани провозглашается штат Идель-Урал. В самом названии штата сквозит все то же вековое стремление к своим исконным рекам. Идель, Урал. Вековая мечта о государственности вот-вот сбудется. Но большевики предлагают свой вариант – ТАССР. Кто победил, известно. Большевики. Ругать нам их или хвалить? Возносить этих людей или презирать? «Марш Красной Армии». Его написал молодой красноармеец Салих Сайдашев. Музыка, которая стала частью нашей ментальности. С ней встречают праздники, с ней провожают пароходы. Салих Сайдашев писал музыку и для театра.
Да, для тех самых спектаклей, которые напрочь отрицали старую жизнь и старую веру. А сайдашевские песни, они стали частью нашей души, нашим внутренним Татарстаном. Деревня Кызылбайрак. Дата ее образования – 1920 год. Одна из деревень, созданных в первые годы советской власти все с той же целью – вернуть татар на берега Волги. В головах людей жила все та же идея – мы возвращаемся к своей реке. Здесь все возродится заново. Здесь зацветет, заиграет всеми красками новая, счастливая жизнь. Мы сделаем это. Здесь же, на этом высоком берегу, нашел пристанище и Салих Сайдашев. И не только он. Это местечко стало излюбленным местом татарской интеллигенции. Через 3 с лишним века здесь зазвучала татарская речь и татарская песня. Ведь сначала заявила о своих правах Российской Федерации. У нее же тоже прав не было. В составе СССР у Российской Федерации прав было столько, наверное, сколько, значит, в составе Российской Федерации автономной республики Емелия. И вторым, первым среди автономных республик заявила, значит, наша республика, приняв декларацию о государственном суверенитете 30 августа 90 года. Приняв декларацию о государственном суверенитете, нам удалось впервые учредить, значит, должность президента истории нашего народа Татарстана. Это делалось, и выборы же проходили в один день. Значит, российского президента Бориса Николаевича Ельцина и президента нашей республики. В один день проходило в истории российского и татарского государства. И вскоре прошел референдум. Впервые в истории нашего народа не было что-либо подобного. Я никогда не забуду, накануне референдума выступил Борис Николаевич Ельцин, президент Российской Федерации, что нельзя ходить на референдум, это вызовет нестабильность, межнациональную рознь в Татарстане, может привести к кровопролитию. И через несколько часов после его выступления пришлось выступить мне. Тогда мне пришлось заявить, что если мы не ответим на поставленный вопрос на референдуме положительно, вот тогда, в том случае, может начаться все то, о чем говорил президент Российской Федерации. Люди послушались, вменили нашему голосу, и тогда мы дружно проголосовали за особый статус нашей республики. Это была и стала огромной победой. Случивший исторический факт. Не было бы референдума и не было бы, значит, и договора. Факт подписания договора, это, да, это далеко не всем нравилось, но это случилось в истории нашей государственности и в истории нашего народа. Я должен сказать, что впервые наш народ за последние несколько столетий
стал хозяином своих недр, своей земли, своих богатств. Меня часто спрашивают, все же судьба так распорядилась, что 20 лет, все эти бурные годы приходилось быть в роли первого лица республики. Что считается для меня наибольшим завоеванием, я должен сказать, что рост самосознания нашего народа, и мы обрели такую духовность, мы почувствовали себя принадлежность к своей нации и его значимости, и что он имеет свое достойное место среди всех народов. Мы вновь движемся к началу реки. Древний город Беляр. Один из самых интересных и загадочных городов булгарского государства. История Беляра, как в зеркале, отражает историю этого государства. Вот мечеть перед нами. Я сижу у минарета, древней мечети. 2500 квадратных метров площадь. 2-3 раза больше площади современной мечети Кул-Шарифа в Казанском Кремле. Валы, древние укрепления города. Представьте, протяженность или длина всех этих укреплений больше 40 километров. И сколько общественных зданий в центре, общественные бани. Это тоже показатель, в общем-то, общественные бани. Они немножко отличались. Это своего рода клубы того времени. Судя по находкам вот в этой бане, в городе был водопровод, а в домах высокого класса, кирпичных, двухэтажных, там отопление центральное. Перед монгольским нашествием в городе было около 50 тысяч населения. Огромный город. Великий город. Не случайно, конечно, появилось вот такое название в русских летописях. Город огромный. Первый город не только восточный, но и в Западной Европе для того времени. Однако встает неизбежный вопрос. Для кого все это? Нужно ли что-то сохранять и восстанавливать? А вдруг этот самый внутренний Татарстан умрет вместе с нами, и на смену нам придут другие, беспамятные, бесчувственные, для которых все наши переживания – пустой звук. Родники пересохнут, а реки будут отравлены. Только небо знает ответ. Здесь же, в Беляре, недалеко от древнего города, проходит фестиваль «Селет». Из года в год сюда приезжают сотни, тысячи талантливых детей. «Селет». Все это называют по-разному. Молодежное движение, лагерь, система, интеллектуальное пространство. Но дело не в названии. Побывав здесь, понимаешь, этих ребят объединяет желание созидать. И внутренний Татарстан. Yigitlarni ko'ramiz, ishlagani sezamiz. Siz hamon yoldasiz, quyoshdan qizinib. Ularni ishgandan so'ng
Как известно, все реки впадают в моря. Волга впадает в Каспийское море. И, быть может, когда-нибудь мы будем жить в мире, где нет ни границ, ни государств. Но ясно одно, что останется он. Тот самый внутренний Татарстан, который в наших душах. Посмотри на текущую воду, загляни в себя, и ты это увидишь.